Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде обсудили развитие туркмено-китайского газового партнерства. Туркменистан и Катар планируют открытие прямых авиарейсов, запуск сезонного автобусного маршрута между Ашхабадом и Авазой и другие новости. В Ашхабаде состоялась встреча советника президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ашургулы Беглиева с руководителем местного филиала китайской компании CNPC и послом КНР в Туркменистане. Стороны обсудили ход выполнения существующих газовых соглашений, а также перспективы сотрудничества, включая проект второй очереди месторождения Галканыш. Открытие прямых авиарейсов между Туркменистаном и Катаром обсудили на встрече в Ашхабаде представитель агентства Туркмен-Ховайолары и временный поверенный в делах государства Катар в Туркменистане. Особое внимание на переговорах было уделено возможности установления прямых и транзитных рейсов. Прозвучало предложение организовать рекламные акции авиакомпании Qatar Airways на территории Туркменистана, включая информирование о тарифах и услугах. В преддверии летнего сезона предприятие «Автомобильные транспортные услуги» запускает ежедневные автобусные рейсы по маршруту Ашхабад-Аваза-Ашхабад. Рейс выйдет на трассу с 1 июня. Автобус будет отправляться от международного автовокзала в Чоганлы в 6 утра. Билет в одну сторону обойдется путешественникам в 75 манатов. Туркменская делегация в составе работников культуры и искусства Марийского вилаята приняли участие в международном фестивале «Шашмаком», который состоялся в Душанбе. Форум был посвящен перспективам развития традиционной музыки народов Ближнего и Среднего Востока. Мастер-классы показали туркменские бахши Максат Атаев и Сазандар Мерген Джумаев. В их исполнении прозвучала народная песня «Нязли Гелин». Государственный концерн «Туркменгаз» пополнил парк специализированной техники новыми бульдозерами, экскаваторами и погрузчиками производства китайской компании «Zoomline». Первая партия техники уже прибыла на Марийскую базу номер 2 Управления снабжения производственных объектов концерна. Новые машины будут задействованы при разработке месторождений для бурения, строительства и монтажных работ. В Алматы презентовали единый билет туриста Алматы Пэс, который позволит путешественникам существенно экономить на посещении основных достопримечательностей и экскурсий города. Экономия с Алматы Пэс может составить до 63% по сравнению с покупкой билетов в каждый объект отдельно. К примеру, в пакет входит посещение таких популярных мест, как канатная дорога и колесо обозрения Коктобе, тур по городу на автобусе-кабриолете и так далее. Футболисты сборной Туркменистана сыграют 1 июня в Анталии товарищеский матч с командой Гренландии. Предстоящая игра запланирована в рамках учебно-тренировочных сборов национальной команды Туркменистана, которая готовится к матчам против Узбекистана и Гонконга в рамках отбора на чемпионат мира 2026. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.